Добрый вечер, дорогие телезрители, любители спорта. На календаре у нас 4 июля, и вы смотрите вечерний эфир 8-х спортивных игр «Дети Азии». Я, Анна Кирилловна, и команда вечернего эфира каждый вечер знакомят вас с интересными людьми, гостями республики и участниками игр. На спортивных площадках слезы радости и слезы горечи. Атмосфера накаляется. Осталось буквально совсем чуть-чуть. Картина медального зачета меняется после каждого соревнования. По последним данным лидирует команда Сибирского федерального округа, Узбекистана и Республики Беларусь. Но сегодня также были рады узнать, что спортсмены Якутии обрадовали земляков золотыми медалями. Поэтому пожелаем каждому спортсмену удачи и показать свой лучший результат. Ну а сейчас яркие события в нашей подборке новостей. Завершаются игры «Дети Азии». Осталось всего 2 дня. Часть спортсменов улетели, часть продолжает бороться за медали. А есть те, кто активно отдыхает, знакомясь с культурой Якутии. Входящая в 5 лидеров сборная Узбекистана радость побед подслащивает лаками с сахарной ватой и знакомит новых друзей со своей культурой. Спортсмены из Таиланда прямо перед вылетом посетили царство вечной мерзлоты и были приятно шокированы тем, что изо льда можно сделать самый настоящий трон из скульптуры. Остались довольны ледовыми развлечениями и спортсмены из Белоруссии. Ребята вдоволь наигрались и сделали фото на память. Александра Курак, ваши ощущения? Мне понравилось. Ну а часть команды посетила музей мамонта. Ребята выстроились в очередь, чтобы сделать фото с верхним зубом мамонта. Спортсмены покупают подарки на память, примеряют снежные очки. А в Олимпийской деревне вечерами жизнь бьет ключом. Вчера прошло знакомство с культурой Якутии. Герман и Клавдия Хатылаевы знакомили гостей национальными инструментами и дали мастер-класс. А другие спортсмены пробовали силы в перетягивании палки. Некоторых этот вид спорта настолько увлек, что подумывают масс-рестлингом заняться всерьез.花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，啊，故国不堪回首月明中。雕郎玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。Браво, браво, Хуан, проходите, садитесь. Дорогие телезрители, у меня сегодня в гостях дипломант 2-го международного конкурса оперных певцов имени Айталины Афанасьевой Адамовой Хуанг Тидуа. Хуанг, добрый вечер. Как Добрый настроение? Вечер. Все хорошо, очень рад, что был здесь. Ага. Ну как прошел фестиваль, как уровень? Было 23 участника. Ты приехал сюда со своим однокурсником, с другом, с Франсуа, который здесь тоже 2 дня назад гостил в нашей студии.
Ну, просто для меня это первый раз в жизни конкурс. Я очень рад, что приехал здесь. Это очень хорошо будет. Потому что, вы знаете, между Москвой и здесь есть 6 часов Разница, разница да. времени. Когда я только приехал, я не очень хорошо чувствую. Поэтому я боюсь, что не могу хорошо петь. Но я думаю, наконец, мне нормально было. Поэтому я узнал, что не только для вокалиста, для человека нужно должен быть готовым на любое время. Да. К различным обстоятельствам. Хуан, ну, ты не чуждый человек в спорте даже, да? Мы вот с тобой предварительно поговорили, и для меня было открытием узнать, что, оказывается, ты всю школьную жизнь свою занимался практически профессионально баскетболом, да? Да. Я очень люблю баскетбол. Я играл почти каждый день. Да, но я узнал, что сейчас идут игры. Дети Азии. Сейчас ездят. Я желаю, что все будет хорошо и успехов. Мгм. Ну, тебе даже пророчили спортивное будущее, тебя хотели бесплатно включить в физкультурный факультет большого вуза китайского, да? Да. Но ты выбрал пение. А, Вот расскажи, как так сложилась твоя судьба? Просто сначала моя мама, она думала, что для спорта это чуть-чуть опасно. И она желает, что я занимался музыкой. Но самое важное, это я люблю музыку. Я думаю, что для России здесь есть очень хорошие певцы, здесь есть очень хорошие консерватории. Поэтому я сейчас здесь. Мгм. Да. Но ты рассказывал также, что вначале было очень сложно. Конечно, Да? И конечно. ты не верил, что будешь петь так красиво, что тебя будут оценивать и приглашать даже на такие конкурсы и фестивали. Ну, потому что здесь очень много хороших певцов. И когда я приехал, я очень плохо говорил по-русски. Все сложно. Но мой педагог, он сказал, что нужно попробовать. Почему нет? Должен попробовать все. Но ты также рассказал, что в Китае получить урок по музыке, по пению очень дорого стоит. Это больше 30 тысяч рублей за каждый урок. Это 40 минут? 45. 45 минут. Да, 45 минут. Потому что в Китае людей очень много, но места мало. Поэтому человек, который хотят поступить в консерваторию, это очень-очень сложно, непросто. Поэтому, когда я приехал в Москву, я так думал, что будет очень-очень дорого за урок. Но мой профессор, он сказал, это бесплатный, просто заниматься. Он Всё. поверил в тебя. Да. Мгм. Ну и ты доказал и показал, что ты способен петь, и петь даже так, что ты занял в наступительных экзаменах первое место. Ну да. Мгм. Вот когда, ты помнишь то ощущение, когда ты вот ждал список, да, принятых студентов? Волновался? Ну, конечно, это очень сложно, но потому что он сказал, просто попробуй. Почему нет? Ну, я думаю, я еще молодой, жизнь еще долго, поэтому просто попробовал. Мгм. Хуан, спасибо большое за твое творчество, за то, что ты поделился этими эмоциями, прекрасной музыкой, и пусть эта музыка распространяется и продолжает сеять добро и красоту. И от нашей компании мы хотим подарить тебе вот такой национальный подарок. Потом распакуешь и Ой, посмотришь, да? Спасибо. Дорогие телезрители, спасибо тебе большое. Дорогие телезрители, а мы продолжаем наш эфир. В Китае у наших игроков высокий рост, но когда мы приехали сюда, обнаружили, что наши игроки совсем не высокие, поделилась с нами тренер китайской команды по волейболу. Также спортсменки удивились ценам на овощи, о соревнованиях и в целом о впечатлениях расскажет в своем сюжете
Дая Барашкова. В этом году на 8-х играх «Дети Азии» Китайская Народная Республика участвует всего в 2 дисциплинах. Это настольный теннис и волейбол девушки. Команда приехала из провинции Хелундян, город Харбин. Юные волейболистки поселили в спортивной деревне. Нихао. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, сколько вам лет. Я приехала из Китая. Меня зовут Фан Цюнь И. Мне 15 лет. Первый раз в Якутске? Мы первый раз в Якутске. Очень рады приезду. Люди здесь очень дружелюбные. Также нам очень нравятся местные продукты. Живем в очень комфортных условиях. Как хорошо это слышать. Сколько лет вы занимаетесь волейболом? В 11 лет начала заниматься волейболом. Усердно занимаюсь 3-й год. Вы уже соревновались? Да, мы уже играли 3 партии. Еще предстоит игра. Какие успехи? Нам нужно еще много чему научиться. Приехать сюда на соревнования – это в первую очередь хороший опыт. На ваш взгляд, какая команда сильнее? Все команды очень сильные, но мне показалось, что команда Республики Беларусь действительно очень крутые. Они находятся в отличной физической форме. Каждый игрок сильный, но хорошо работает в команде. О, какая вы высокая, какой у вас рост? 190. У нее рост 190 сантиметров. Да, действительно, в волейбол играют только высокие девушки. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Фан Сюе Фэй. Очень рада познакомиться с вами. Меня зовут Дая. Здравствуйте, Дая. Как настроение? Первый раз в Якутске. Настроение очень хорошее. Помимо волейбола, какой вид спорта нравится? Раньше играла в теннис. Я смотрю, вы все ходите в зонтах. Боитесь загореть? Да, здесь солнце намного ярче и активнее. По приезде не ощутили холод здесь? Да, в первый день было довольно прохладно, но погода здесь нам очень по душе. Слышали ли вы ранее о Республике Саха-Якутия? К сожалению, нет, никогда не слышала. Первый раз здесь. Тогда вы не знали, что существует народ Саха? Про национальность Саха я слышала. Как отмечает тренер, в 2023 году их школа выиграла 4 чемпионата страны. Поэтому для них большая честь дать школе право участвовать на этих играх. Участие в столь масштабных соревнованиях для них будет хорошим опытом. В Китае у наших игроков высокий рост, но когда мы приехали сюда, мы обнаружили, что наши игроки совсем невысокие. И каждая команда здесь очень сильная, есть чему у них поучиться. Также друзья из Поднебесной отмечают дружелюбие местных жителей и дорогие цены на овощи и фрукты. Люди здесь, как и погода, очень теплые. В то же время ощущение, что солнце здесь очень близко, поэтому можно сильно загореть. Мы здесь часто ходим на рынок и заметили, что овощи и фрукты действительно очень дорогие. Например, один огурец стоит 10 юаней, а в Китае на эти деньги можно купить целый пакет овощей. Но еще раз хочу отметить, что люди очень дружелюбные. Все нам стараются помочь. Мы искренне очень благодарны народу Якутии. Добрый вечер. В эти дни очень многие болельщики наблюдают за новым видом соревнований скалолазания. Скалолазание включено в спортивную программу 8-х игр «Дети Азии» как демонстрационный вид. И у меня сегодня в гостях, чтобы более подробно узнать о трассе, об этом виде спорта, мы пригласили президента Федерации скалолазания России, мастера спорта международного класса, вице-председателя Комитета национальных и неолимпийских видов спорта Дмитрия Анатольевича Бычкова. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер. Добрый. Да, я сегодня с утра была на скалолазании, как раз идет финал, и столько страсти, я даже
плакала вместе со спортсменами, потому как они поднимались на самую высоту и прям срывались. Я творческий человек, и все это я представляла вживую, как будто они вот в лесном массиве, на скале. И также я обнаружила то, что, оказывается, этот вид спорта, я думала, просто сила рук и ловкость, да? Но, оказывается, это очень интеллектуальный вид спорта. Расскажите более подробно о скалолазании. Это вот расчет, логика важна, наверное, да? Ну, у нас 3 дисциплины, и есть более скоростная такая, как скорость она называется, да, это когда спортсмены бегают за, ну, мировой рекорд сейчас меньше 5 секунд. Вчера, говорят, за 7, да, метров. пробежали? Ну, это молодежь бегает все-таки, это спортсмены, а мировой рекорд для взрослых это меньше 5 секунд. Да. Поэтому там, наверное, некогда думать, там ловкость, координация, но, тем не менее, тактика и психология очень важна. Та дисциплина, которая вот сегодня завершилась, это лазание на трудности, это как бы по сложной трассе, кто выше залезет. Здесь, ну, тут много, на самом деле, аспектов, как бы и тактика, и психология, и, на самом деле, интеллект, конечно, потому что трассы всегда новые, их готовят специальные люди-подготовщики, они никогда не повторяются, всегда придумываются новые трассы, и задача спортсмена, по сути дела, с земли разгадать вообще, что ему придумал подготовщик. То есть он должен выбрать места, где он может отдохнуть, где ему будет тяжело, варианты какие-то запасные предусмотреть, если у него что-то не получается. Бывает так, что с земли тяжело разгадать, и приходится ориентироваться по ходу уже, пробовать разные варианты. Третья дисциплина болдеринг, она будет завтра, вот финал. Это еще более сложная с точки зрения подхода, как бы интеллекта, потому что там несколько трасс дается, там лазание без страховки, там гимнастические маты, но тут уже имеет большое значение, как ты разгадал трассу, потому что у тебя есть несколько попыток, ты можешь, если в предыдущих 2 дисциплинах 1 попытка, по сути дела, сорвался, вот твой результат, либо добежал до конца результат. То здесь у тебя несколько попыток на трассе, но есть ограничения по времени. Но попытки влияют на твой, соответственно, итоговый результат. Чем ты, во-первых, быстрее пролезешь трассу, быстрее ее разгадаешь, тем больше сэкономишь сил. Ну и, соответственно, результат тоже, чем меньше попыток, тем выше твой результат. Как интересно. Вчера вот как раз показывали в наших интересных фактах о тонкостях и деталях, да, о том, что там тренер прямо обвязывал каждый палец спортсменки и говорил о том, что спортсмены выбирают даже на размер меньше обувь, да? Ну, на самом деле, иногда не на 1 размер меньше скальные туфли. Чем они плотнее сидят на ноге, тем меньше зацепки ты можешь использовать, чем четче ты можешь ставить ноги. Поэтому я вот лазил, у меня на 4 размера меньше были туфли. А вы что? Вот. Тут как бы каждая специфика. Понятно, что для начинающих нет такого смысла. Все-таки это как бы специфическая обувь. Плюс колодки очень разные у туфлей, каждый подбирает под свою ногу, потихоньку как бы прям, ну, набирает ту туфлю, и они еще разные для разных дисциплин бывают. Поэтому ты как бы подбираешь что-то такое, то, что тебе подходит под конкретную задачу. Для скал бывают одни, для скалодрома другие, потому что жесткость резины тоже имеет значение. Угу. Вот те самые, да, та самая обувь? Это скальные туфли. Здесь также вот это мешочек для магнезии. Я видела, что они вот этот мешочек. Магнезия, да? Магнезия это вот порошок, точно да? такая же, ну, как гимнастика, то есть чтобы руки не потели, да, то есть как бы они все-таки при нагрузке потеют, значение имеет сцепление, пальцы должны быть сухие, соответственно, это вот магнезия помогает их немножко подсушить, по крайней мере. А с какого возраста вообще занимается? Ну, насколько мне известно, вы прям с детства с отцом ходили в горы по всем походам. Ну, мой отец был президентом Союза альпинистов и скалолазов. Он, собственно, разделил как раз в свое время альпинизм и скалолазание. Это 2 разных вида спорта, которые сейчас пока еще многие понимают, что это одно и то же. На самом деле это, конечно, давно уже не одно. И тоже и скалолазание входит в олимпийскую программу, да, то есть как бы это вид спорта, который уже вот выступают, уже олимпийские чемпионы уже есть. Поэтому в принципе начинают с детьми, как мы говорим, вообще лазить начинают дети раньше, чем ходить, потому что они начинают ползать просто по горизонтали лезут. Потом они начинают, все практически, большинство детей пытаются за что-то держаться, двигаться вверх, как бы куда-то залезать на диван. В принципе, это все элементы лазания. Но
Но детей мы берем, они начинают более-менее лазить на скалодромах, на подготовленных лет с 5. Редко раньше, просто потому что размер расстояния между зацепок, оно, ну, как бы не всегда такое маленькое, чтобы они просто доставали. Хотя горки сейчас, если вы видели, в детских садах, в школах, в детских площадках, да, они все есть с этими вот элементами. По большому счету шведская лестница — это тоже элементарный скалодром. А в спортшколу по федеральному стандарту начинают принимать с 7 лет. То есть выступать начинают они в соревнованиях лет с 10. Таких имею в виду российских. Конечно, у нас самая массовая, на самом деле, возрастная группа — это подростки. Самые маленькие, их там выступает тысячи просто, даже в всероссийских. Сегодня я, когда была на соревнованиях, мамы приходили с детьми и говорят: исполнилась моя мечта, скалодром, видимо, ездят в другие города, да, и занимаются. Даже в Якутске в нескольких школах есть скалодромы, да. Во многих школах России есть скалодромы. Просто такой скалодром, на самом деле, это действительно редкость. Он построен благодаря фонду поддержки олимпийцев. Когда вот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр, начали строить такие скалодромы. Фонд начал поддерживать. И вот один из них построили в Якутске. И на самом деле это один из самых лучших скалодромов в стране. Потому что здесь и высота позволяет, что самая, на самом деле, редкость большая для нашей страны, высокие помещения, да еще в таком большом манеже, где можно разместить и зрителей, и трибуны, и место, где разминка, ну, то есть, как бы, такой достаточно с хорошей инфраструктурой. И вписывается он, соответственно, тоже туда красивый, как элемент такой интерьера. Дмитрий Анатольевич, вот когда я смотрела видео, мне вот было всегда страшно смотреть, когда люди вот поднимаются на такую высоту, и мне кажется, это прям такой рисковый вид спорта, и мне кажется, эти люди, которые любят экстрим, вот, чтобы жестче трасса была, чтобы там максимально падать, срываться. Но вот в предварительной беседе вы сказали, что футбол намного опаснее. Ну, я думаю, что любой вид спорта, который подразумевает какой-то контакт, ну, то есть с человеком, единоборство, футбол, то есть как бы, да и с техникой, не знаю, какой-то, это все равно более травматичный. То есть тут вид спорта действительно, он считается экстремальным, потому что особенно в ассоциации у всех людей же какая, фильм какой-нибудь «Скалолаз», да, где человек висит над какой-то пропастью, и с альпинизмом, что тоже как бы не совсем одно и то же. Но на самом деле, почему он среди детей развит, в школах, там, в детских садах, на самом деле вид спорта действительно не опасный. Есть, конечно, опасность просто высоты подъема и работы с веревкой, то есть опасность упасть где-то сверху, если вдруг не какой-то, как бы оборваться, скажем, снаряжение не может, только человеческий фактор. То есть в данном случае, если просто напарник не инструктирован, либо тренер не смотрит, или не так как бы готовит своих спортсменов, то есть такая вероятность гипотетическая есть. Но на самом деле получить какую-то травму очень тяжело. И упасть очень тяжело. То есть, в принципе, он не считается травматичным. И я вот сейчас, к сожалению, вот даже сейчас не лазю, недавно получил травму, но совсем в другом виде спорта. Поэтому не испытали еще трассу, да? Дмитрий Анатольевич, но я была удивлена, когда прочитала, что вы и по льду взбирались. И где это было, давайте вспомним, потому что, мне кажется, это намного опаснее. Это еще один вид спорта, который вышел из альпинизма. Да. То есть из скалолазания вот у нас 75 лет, считается, первые соревнования провели, может, 77 уже, в 1947 году, то ледолазание тоже, это как бы родоначальник, это альпинизм, и это тоже передвижение по не скальному рельефу, а по льду. И мне повезло, я был тоже у истоков, по сути дела, спортивного такого современного международного ледолазания, это в конце 90-х годов, и тогда я один из первых, кто выиграл Кубок мира по ледолазанию, скажем так. Но использую все свои навыки, которые я приобрел в скалолазании как раз. Одно другому не мешает. Да. Оно не помешает, скалолазание сильно помогает, как бы, то есть техника очень похожая, нагрузки, может быть, чуть-чуть отличаются. Вот как раз мы видели сейчас классное видео. Что ж, спасибо большое, что рассказали, посвятили и погрузили в этот вид спорта. Мы очень надеемся, что в федерацию будут очень много якутских спортсменов. Я тоже очень надеюсь. Да, поскольку действительно появился новый скалодром и появятся новые спортсмены.
И хочу подарить от нашей компании небольшой подарок, чтобы Спасибо. память о сегодняшнем дне. Спасибо большое. И успехов, больше классных спортсменов и хорошего настроения от пребывания в Якутии. Дорогие Спасибо телезрители, а мы продолжаем наш вечерний эфир. Гавриил Михайлович, это постоянно они должны находиться в таком напряжении во время боя? Да, они должны всегда быть в боевой готовности, чтобы не пропустить лишний удар. Да, Ярослав, ну, раз вы чемпион, золотая медаль, покажи мне свой коронный трюк, прием, который принес тебе победу. Ага, вот это да. А Ял в чем ответит? Ребята, а вы тоже так умеете? Или это как коронный прием только Ярослава и Аяла? Все умеем. Ребят, давайте поговорим более детально. У меня сегодня, дорогие телезрители, чемпионы, новые звезды игр «Дети Азии». Якутия ликует. Сборная Якутии по кикбоксингу выиграла 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали на 8-х международных играх «Дети Азии». У меня сегодня в гостях. Знакомьтесь, вы должны знать их по именам: Николай Слепцов, поднимаем руки, Ярослав Габышев, Аял Паскачин, Аман Иванов и Машади Гусейнов. Также тренер Гавриил Михайлович Савин, тренер сборной Республики по кикбоксингу. Ну что, довольны своими спортсменами? Да, мы как тренерский состав очень доволен своими результатами. Не зря готовились так упорно. Ребят, как прошли соревнования? Давайте коротко расскажем. Отлично. Отлично. Мне все понравилось. Ага, давайте возьмите микрофон, чтобы вас было слышно, передаем, да? Вообще, как прошли соревнования? Да, очень хорошо, вообще ощущения были очень хорошие. Уровень понравился соревнований? Соревнования прошли на высоком уровне, мне все понравилось, как все планировал, так и прошло. Соперники достойные? Да, соперники были достойны. Также понравилась организация этих соревнований. Все понравилось, занял первое место. Молодец. Соревнования отличные, организация на высшем уровне, соперники достойные. Вот. Ну, хотела еще узнать, давайте микрофон передадим Ярославу. Мы вот как раз там беседовали, да, до эфира, и ты мне рассказывал, вот перед тем, вот, когда звонит гонг, да, какие мысли у спортсмена? Волнение, агрессия, там, как ты себя настраиваешь, да? Либо все равно какой-то мандраж существует? Да, конечно, мандраж у любого спортсмена есть. У меня мандраж был, волнение перед боем. Ну, достойный соперник попался уже. Вот. Николай? Ну, лично я чувствую легкий мандраж, такое волнение. Ну, и, конечно, такую спортивную злость. Потом, после гонга, ну, наверное, под воздействием адреналина, все мысли просто уходят с головы. Самое главное — сконцентрироваться, да? Ну, наверное, это тренеры специально обучают и настраивают на то, что... Ну, такие работы проводились сами от психологов. Даже психологи сейчас работают? Да, по самонастрою до боя. Как абстрагироваться, не слышать шум, да? Да. Ой, здорово. Это, наверное, и помогает в жизни повседневной, да? Да, вполне решение помогает. определенных задач. Да. Так, ребят, ну,
Гавриил Михайлович, были ли сомнения или стопроцентная уверенность в победе? Вот, Сомнения своих ребят. Ну, конечно, все равно любой тренер волнуется за своих ребят, как он выступит. Ну и мы, тренерский состав, сейчас довольны результатом за своих учеников. Угу. Но когда вы, ну, все равно после жеребьевки вы же там отсматриваете весь тренерский состав, с кем будет биться, их приемы, наверное, сразу там по ходу меняете тактику, там коронные приемы, наверное, есть не только у нашей команды, есть и у других команд. Да, мы, конечно, своих соперников изучаем, как они ведут в бою, левша, правша, высокий, низкий. На всех этих у нас другие тактики. Все обдумываем, планируем, как вести бой. Ребята, вы в этом участвовали? Тоже изучаете? Да? Ага. Обсуждаете, да? Там смотрите видео, по секунде прям останавливаете, как в кино, да? Потому что я только в кино видела. Там обычно, когда бой, ну, перед боем бойцы там смотрят видео и останавливают. Ну да, у всех по-разному, у всех комбинации свои. Поэтому надо изучать, какие он удары бьет, как от них увернуться и ответить, чтобы его поймать. Ну вот в Якутии всегда были кикбоксеры. Всегда этот вид спорта у нас был такой фундаментальный, скажем так. Да. Наши бойцы, наши кикбоксеры всегда были именитые, практически во всем мире их знали. Да, они они же начали этот кикбоксинг в СССР. Ну. Так что, ребята, вот какие планы строите по карьере, дальше куда хотите, на какие соревнования? Есть ли планы? Вот в сентябре будет РСБИ где-то в Владивостоке вроде, да? Вон там должны мы участвовать. Ну и в общем, в дальнейшем будут соревнования всякие большие. Настрой боевой, планы грандиозные. Вот сейчас прям звонят родители и спрашивают, дорогой ли вид спорта, тоже хотят отдать сыновей кикбоксинг, увидев, воодушевившись вашими золотыми медалями. Машади, ответишь? Спорт это Может, питание какое-то особенное? Ну, питание. Или конечно, можно обойтись макаронами? Здоровое. А так, спорт не очень-то дорогой. Главное найти тренера. Ну и в основном деньги тратятся только на хорошую экипировку. А это дорого? Ну, смотря какую экипировку вы берете. Это вот кимоно, наверное, да? Нет, у нас не кимоно. У нас боксерские перчатки, шлем, щитки. Все, чисто женский вопрос. Человек, который не разбирается в кикбоксинге, но очень рад видеть здесь и видите, как блестят ваши золотые медали. Кому вы первым позвонили, поделились радостью? В первую очередь, конечно, маме. Что мама сказала? Ну, похвалила. Ну, я не позвонил, конечно, я вживую с ней встретился. Она болела, она была в зале. Ну, она очень волновалась. Ну, наверное, облегчение у нее. Я, конечно, позвонил своей маме в первую очередь. Я ей обещал то, что я возьму этот Children of Asia. Медаль. Как мило. Я обещал ей. Ага, и сделал. Дал слово и выполнил. По-мужски. Молодцы. Ребята. Я тоже сначала встретился с родителями, с родственниками. Все пришли посмотреть. Потом позвонил друзьям, дальним родственникам, бабушке, дедушке. Все поздравили, со всеми встретился. Ну, хорошее настроение было. Машади, скажи, пожалуйста, что может помешать выиграть? Можно еще раз, пожалуйста, вопрос? Ну, что может помешать выиграть? Допустим, да, у вас хорошая подготовка, да? Страх может помешать очень сильно выиграть. Волнение. Сильное волнение. Надо уметь настроить это волнение, да, наоборот, чтобы победить противника, а не чтобы, наоборот, убегать от него. Хорошо. И пожелание нашим телезрителям, ребятам, этот эфир смотрят в Олимпийской деревне, все спортсмены. Что им пожелаете? 2 дня осталось, все хотят медали, все хотят выиграть. Те, кто победили, не останавливайтесь на этом и тренируйтесь дальше. А те, кто проиграли, не расстраивайтесь. В будущем вас ждет много новых побед. Молодцы! Вот на этом месте я прям хочу поблагодарить
и вручить вам подарки. У меня тут очень хорошие подарки от компании НВК «Саха». Потом, после кадра, я включу, а мы продолжаем наш вечерний эфир. Akşamınız xeyir Yakutiya. Добрый вечер, Якутия। Якутия बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ पे खाने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और हमें सैर तफरी के लिए भी बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ पे जगह हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और गुड इवनिंग हुई है याकुतिया की। Привет, Якутия, привет от Сибирского федерального округа. Добрый вечер, дорогие телезрители. С хорошим настроением продолжаем наш вечерний эфир. Когда мы вчера рассказали в наших фактах о спортсменах сборной команды Бангладеш, о том, как они делали кёрчах и понравился им выпах кумыс, телезрители тут же позвонили и сказали: «Анна, пригласи их в студию». Ваше желание, и мы исполняем. У меня команда сборная сегодня Бангладеш. Знакомьтесь, Асма Хатун, тренер, руководитель вообще Федерации масс-рестлинга. Аль-Мамун Мухаммад, это основатель Федерации этноспорта в Бангладеше. Хандакар Джунаид Санавар, спортсмен. Да? Зариф Фердоус тоже, да? Я узнала, это тот молодой человек, который полюбил наш якутский кумыс. Да? И Алексей Филиппов, переводчик, которым мы уже подружились за кадром и очень хорошо поговорили и познакомились, погрузились в культуру и традиции Бангладеш. Ну что, как настроение, как прошел день? Мне говорили, что вы сегодня гуляли по городу и смотрели и радовались улицам, были на выставке, по магазинам ходили. Okay, guys, can you please tell us about your moods? I've heard that you've been walking around the city, you've been at a fair, you've been at a festival. Can you please tell us about your impressions? My impression is so good, and the Yakutian weather and the people's kinds and the weather is very nice. When I am walking in the city, I am feeling very good. Впечатление замечательное. Те улыбки и то добродушие, которое к нам показывают не только якутяне, но еще и атлеты из разных городов и стран, воистину воодушевляет. И я, конечно же, побывал на выставке, а также на ярмарке, и мне все там понравилось. А кто еще поделится? Тренеры сегодня выходили, тоже гуляли? Who would like to add something? What about you, Miss Khatun? Where have you been today? У нее есть микрофон. You have a microphone. আজকে মর্নিং আজকে সকাল থেকে আমরা ইয়েতে ছিলাম একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, যেখানে আপনার এখানকার ইয়াকুতুস ট্রেডিশনাল নাচ গান এবং সংস্কৃতি দিয়ে আমাদেরকে উপস্থিত রেখে উদ্বোধন করেছে, এবং ওখানে মিনিস্টার সহ আরও অনেক বড় বড় ব্যক্তি ছিলেন। তো সেখানে আমরা অনেকটা সময় পার করেছি, অনেক মিটিং করেছি। She is saying that today's morning she was an international conference in sports university, and
There, she first time she saw your Yakutian traditional cultural program, and she is very excited about this, and she was very enjoyed that in cultural program. Она говорит, что ей довелось побывать сегодня на международной научно-практической конференции в Агату. Затем провели культурную программу, в которую был включен Алгыс, а также Осохой. И ей крайне сильно понравилось то, насколько много людей участвовало в данном мероприятии, а также то, с каким действительно добродушием к ней отнеслись, когда начался Осохой. We together also joined that Yakutian traditional dance. В этом танце нам довелось увидеть множество как знакомых лиц, так и совсем новых, но также все равно крайне дружелюбных. Ну вот в предварительной беседе мы с вами говорили о сходстве культур, да, и вот молодые люди приехали соревноваться по масс-рестлингу, и вот как раз Хатуна рассказала то, что она вот, человек, который все это зачинатель, да, с 15-го года, да, ага, с 15-го года все это делается. Вообще есть сходство между масс-рестлингом и национальными играми и видами спорта Бангладеш? Okay. Ms. Khatun, can you please tell us about some similarities among two types of sports, mass wrestling and your traditional rope tug of war sports? মাস রেসলিং দুইটাই আমরা ট্রেনিং করায় থাকি, একটা হচ্ছে এভাবে ধরে আর একটা হচ্ছে বেল্ট দিয়ে প্র্যাকটিস করার জন্য। এটা আমাদের গ্রাম্য খেলার সাথে যায় এবং এখানে আমাদের বাংলাদেশিরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্লাস হাউজওয়াইফ সবাই এই খেলার উপরে ভীষণ আগ্রহী, এই কারণেই যে এটা ঘরোয়াভাবে সবাইকে নিয়ে খেলতে পারে এবং এই খেলার মধ্যে সন্তানরা যখন মনোযোগী হয়ে যায় তখন তারা আর অন্য কোনো দিকে মন দিতে পারে না, এর জন্য। She is saying that we have a similar sports about mass wrestling. Yes, mass wrestling is about pulling games, stick pulling games, and we have also like that tug of war, like that we are also pulling, and our countries, every boys and girls or women are also enjoyed about these games because these are come from our tradition. Да, конечно, среди данных двух видов спорта, традиционные притягивание каната, а также масс-рестлинга, довольно-таки есть много общего. И, конечно же, стоит отметить, что каждым из видов спорта увлекаются наши дорогие дети. Они очень любят притягивать либо палку, либо канат между собой, тем самым сближаясь и показывая свою напористость и силу духа. Ну, у нас эфир подходит к концу. Я бы хотела спросить молодого человека, он все-таки попробовал еще раз кумыс, потому что мы видели видео, он сказал, я хочу еще раз попробовать кумыс. Okay, Zarif, the question is for you. Did you actually try some more kumis? Because the viewers at home really hope that you would drink some more. Yes, I like kumis very much. This is very tasty and it's good for our digestion and health. This taste is very nice and good. Да, конечно, мне очень сильно понравился кумыс, но, к сожалению, после мероприятия мне так и не довелось его попробовать, но, если честно, я бы хотел еще. И, если не ошибаюсь, он очень хорош для пищеварения. Да, и ты правильно подметил. Дорогие гости, спасибо большое, что пришли, нашли время и поделились вот настроением.